Понедельник выдался действительно тяжелым, по крайней мере для жителей Сыктывкара и южных районов Коми. Синоптики зафиксировали +1. Стать самым теплым в истории метеонаблюдений этому дню не позволили всего полградуса. Впрочем, прелести весны нам хватило. Свисающие глыбы льда, леденящие душу сугробы и дорожная каша – явления, в общем-то, привычные. Просто погулять с удовольствием уже не выйдешь. К тому же подоспела информация о первых пострадавших. Снег свалился им прямо на голову. Мэр Самоделкин мягко пожурил, только осталось непонятно кого. То ли снова коммунальщиков, то ли самих горожан. О том, что будет оттепель, все знали, всех информировали через разные источники. Во-вторых, были направлены и телефонограммы, и наши специалисты выезжали по управляющим компаниям. Еще раз мы напоминаем, потепление приводит к травмам. Значит, коллеги, будьте любезны навести на домах, на зданиях, в офисах элементарный порядок, чтобы этого не происходило. Зато недели ранее дорожное хозяйство столицы с помпой встретило пополнение. 5 тракторов «Беларусь», 3 мини-погрузчика и 1 поливочную. Специалисты, конечно, сказали, что требуется в 7 раз больше, но в других муниципалитетах и небольшого подспорья в этом году ждать не стоит. Тракторист Иван Поздеев первым оценил мощь и маневренность. Управляется джойстиками, очень просто, легко, удобно. Но сделано уже для удобства всего, чтобы быстрее работы выполнять, легче было. Он способен расчищать тротуары, узкие проходы. Снег, погрузка на машину, как бы незаменимая вещь в этой специализации. Мини-погрузчики для города, потому что приходится идти на поводу нерадивых горожан, которые на узких улицах оставляют своих железных коней. Оставляют, потому что заехать во дворы порой невозможно. А эвакуация – это и затратно, и сил никаких не хватит. Чтобы снег не сходил со всех крыш одновременно, их просто надо регулярно чистить. Тогда особо сходить будет нечему. А у нас все по принципу: гром не грянет, мужик не перекрестится. Кстати, снег с улиц надо бы убрать сегодня-завтра, а не дожидаться, пока он к субботнику примерзнет. Впрочем, то, что оттепель учит жителей быть более бдительными, может и неплохо. Хватит надеяться на кого-то. Последний месяц очень большое количество обращений было с повреждениями коленных суставов, повреждениями голеностопных суставов. Возрастные группы, как правило, различные, но чаще страдают все-таки люди более преклонного возраста, но в силу имеющейся и так, им и так бывает тяжело ходить, то есть нарушенная координация, плюс носят обувь, неподходящую для зимы, не используют эти снегозацепы. Жители, наверное, уже успели заметить, что борьба со снегом у нас разворачивается, как правило, всегда стремительно и превращается в попытку наверстать упущенное одним махом. Прежний мэр, как ни крути, когда ситуация выходила из-под контроля, включал ручное управление. Внушения действовали недолго, зато там, где мэр появлялся во второй раз, всегда было чисто. Вывозить начинайте сейчас, потому что в марте, когда, у всех вас приспичит, вы будете на одну и ту же технику у всех претендовать, вы будете выдергивать друг из-под друга, и поэтому Магомед говорит, на этой неделе, Сергей Васильевич, собрать людей, взять с них графики вывоз, чтобы они свои территории все вставили под график, все подписи, все, и вы видели, что, условно, не надо ждать там марта никакого. В столице водился даже эксперимент со штрафными санкциями для нерадивых коммунальщиков, там, где нарушаются графики вывоза снега. Однако на деле административные комиссии лишь зарабатывали на жителях, ведь оплату санкций управляющие компании перекладывали в квитки.